Я пришел на получение, на рандеву, то есть получите комету. Вот такие досье. Тут все о вас переведено. И вот это здание такое, видите, здесь с балкончиком. Это там, где вы встречаетесь и ваши документы забирают вот эти. И после этого получают вам как такую карточку, где будет написано комет, насколько вам дадут на год или на 2. Сейчас как это выглядит. Здесь и сразу хотите фото распечатают вам. Ну что, ребят, мы отдали документы. Давайте я вам немножко так чуть-чуть расскажу, что там вам нужно, чтобы получить временный вид на жительство в Турции. Вам нужно, чтобы паспорту минимум до обмена был год. Потом, на что обращать внимание? То есть вы приехали в страну, в Турцию, и сняли себе жилье. Когда снимаете жилье, вам надо обязательно говорить, что вы хотите с ВНЖ, потому что многие люди сдают, но без ВНЖ. То есть они сдают вам квартиру, но ВНЖ не сделано, потому что могут, например, за деньги они кому-то могут сделать на свою квартиру ВНЖ, что якобы они здесь живут. И то есть когда вы будете снимать квартиру, обязательно задавайте этот вопрос. Я хочу с ВНЖ. ВНЖ, по-моему, делается, если не ошибаюсь, по-моему, нужен год, чтобы сделать, чтобы ВНЖ. И вы подаете документы, собираете их все. А какие документы вам потребуются? Опять же, ваш паспорт. Если вы муж, жена, там, перевести это все на английский, по-моему. Если дети есть, то же самое. Перевести, у нотариуса заверить. Потом вы с хозяйкой квартиры поедете тоже к нотариусу, все эти документы подписаны, все это стоит денег. Но, ребят, какие точно документы, я думаю, сейчас интернет у каждого есть под рукой. Просто вбиваете, что нужно для ВНЖ, и там будет все подробно расписано. Я считаю, то есть, если уж вы приехали, самый главный ваш вариант, это чтобы были паспорта не просроченные, минимум еще был им год, и чтобы у вас были на первый случай, это были деньги. То есть вы могли бы отдали, пошли, заплатили за нотариуса, можете какую-то агентскую плату взять. То есть и вам все это сделают, там, по-моему, это стоит, может быть, 1010 рублей. У нас, ребятушки, выходной, это воскресенье, время на часах 10 часов 30 минут. Поедем сегодня на турецкий завтрак, покушаем там, перекусим это в горах. Надо проехать километров, наверное, 20 или 30 в горы, подняться и посмотрим, что там будет. Турецкий завтрак — это всякие там сыры, яичницы, маслины. Вот такие даже здесь есть грузовички. А поедем мы вот туда, видите? Круговое движение. Первый съезд. Остановились, ребят, видите, такое вот здесь растет деревья. И смотрите, пока оливки растут. Вон, видите уже. А вот здесь какой зверь у нас появился. Но это частная, наверное, территория, так понимаю, здесь нельзя заходить. И вот у нас. Привет! Как дела твои? Вкусно? Вот такие вот звери у нас, как в зоопарке мы. Вот по такой мы, ребят, дорожке с вами едем. То есть вот она, вдоль, и туда вот наверх. Вот это Алания. Вот там мы уже проехали. И все люди летом, кто, граждане Турции, летом не очень любят, потому что знойная жара, и они уходят далеко в горы, как бы у них называется это дача, и там живут, там прохладно. Вот такая дорожка ведет, ребят, к пикнику на завтрак. Но уже не завтрак, уже 10 минут
12-го. Так, ну что, ребятушки, вот мы приехали. Как это выглядит, смотрите. То есть машины припарковались. Здесь люди просто приезжают у турков. Выходной ассоциируются с семьей, с отдыхом, с чаепитием. Немножко не как у нас. То есть у нас тоже многие люди отдыхают культурно. Вот у них они приезжают, занимают лавочки, чай, кофе, пьют, отдыхают. И здесь тоже сделана кафешка. Сейчас мы с вами перейдем. Опа! Оп! И вот так это выглядит. То есть, видите, народ припарковался и идет покушать в кафешку. Ну так, куда идем и мы, в принципе. А вот так выглядит сверху. Ребят, ну красотища неописуемо, сказать честно. Ходите, вон лошади здесь. То есть такое все. Мераба. Такой вот, видите, автомобильчик стоит. У нас так, кстати, тоже делают. А вот, смотрите, какой красавчик. Можно покататься на нем, если что. Как бы еще было бы место, а то места здесь вообще может быть и не быть. Ну вот так выглядит эта кафешечка в лесу. И люди кушают здесь. Спустили бассейн, сейчас его будут мыть. Вчера его спустили. А вот так переезд, видите, кто-то заезжает. Ну что, вот так поднимают и что? Сейчас мы с вами доедем до Анталии, до отеля. Называется он как-то Кремлин отель, по-моему, Кремлин Палас. Смысл такой, что у нас один телефон что-то заглючил, ну не очень стал работать, как-то плохо. И у меня есть дома, остался телефон тоже в порядке, который работает, мы его просто не брали. Сейчас с веком интернета все очень удобно. Мы в группе, где я жил, в моем районе, написали в группе, может быть кто-то едет отдыхать в город Анталию или Аланию. И парень откликнулся, сказал, да, я еду отдыхать в Анталию, в такой-то отель. Могу вам передать, пожалуйста, ваш телефон. Соответственно, телефон отдали, человек приехал отдыхать, и мне надо сейчас оттуда добраться, до этого отеля. Время уже почти 6 часов, ехать туда 130 километров. И забрать на телефон и назад вернуться. То есть это займет, наверное, часа 4. Так, есть на 130 километров нам надо ехать. Будем мы в 8 часов и проедем мы, видите, ребят, от Алании почти в Анталию. То есть не доезжая, 130 километров. Заедем мы Кремлин Палас. Уже смеркается, солнышко садится. По погоде. Погода немножко похолодала, сказали, на 5 дней. И где-то сейчас погода составляет 27 градусов. 27-26. Температура воды такая же. То есть примерно одинаковая. 26. Ну, плюс-минус, то есть, очень тепло. В дорожку я себе взял вот такую штуку купил. Стоит она 3 лиры 20 копеек. Лира сейчас упала, она стоит 8 рублей, что-то 20 копеек тоже. То есть 8, можно умножать 8,3. 24 рубля такая штучка стоит. Она вкусная, прикольная. Ну ладно, выдвигаемся, пока не потемнело. Ну что, ребятушки, вот стоим мы пока. Он ведет нас навигатор, ребят, через по объездной, то есть. Ну, я вам покажу, поедем с вами через центр немножко подольше. Это достопримечательность, гора вот эта. Она находится вон там, между двумя автобусами. Это мы вот так, ребят, едем, приближаемся к центру.
Вот такая дорожка идет. Люди отдыхают, занимаются спортом. Кстати, вот видите, ребята уже оделись, турки, тепло, то есть они уже немножко мерзнут. То же самое, когда ходит детвора в школу, то есть наши ходят там без колготок, просто в юбочкой, например. А турецкие уже колготки, там куртки надевают. По утрам уже там 20 градусов, и для них это прохладненько. Почему в Алании еще немножко теплее? То есть Алания окружена горами со всех сторон. То есть вот видите, вот идет, вот, и она так вокруг Алании, так везде эти горы идут. Какой-то праздник у них, что ли, не пойму. Ну, суббота и так праздник. Сегодня будут все клубы, все дискотеки, все будет забито. Потому что народ, ну, отдыхает. Здесь можно взять в аренду велосипед. Стоит 15 лир в час. Вот интересно, там туда есть экскурсия, то есть поднимаешься на эскалаторе, на самом верху башня такая есть. Эта башня достопримечательность, получается, Алании там. Вот уже почти мы в центре. Кстати, еще знаете, ребят, давайте я вам что скажу. У них на кольце ты не главный. То есть прикиньте, тут у них вот в этом правила изменяются. То есть едешь по кольцу, и ты должен ступать. То есть у них немножко по-другому в этом плане. Вот, ну это уже центр, то есть это здесь уже получается кафешки, рестораны. Уже вот пробка, народ выдвинулся на гулянке. Кстати, у них Hyundai называется Accent, и они дизель, Solaris. Видите, у них Solaris это Accent и только дизельный автомобиль, я тоже заметил, то есть у них нету. У меня там мой Фиатик здесь. Кстати, ребят, сейчас мы будем проезжать знаменитый пляж Клеопатра, он около, видите, Клеопатра написано, если вам видно. То есть он занимает около 2 километров пляж, и он песочный. В Алании почти все пляжи, они такой галька, мелкая галька, крупная галька, ну где какой пляж. И говорят, ну по преданию там какому-то, что сама Клеопатра завезла сюда песок какой-то супер-супер такой мягкий, ну немножко он отличается от песка такого, он такой интересный. И вот, мол, что сама Клеопатра привезла этот песок сюда. Вот он здесь, этот пляж. Сейчас, понятное дело, уже вечер, народ разъехался. Все, ребят, мы выезжаем из Алании. То есть вот мы сейчас на колечке стоим, видите, показывают, и мы здесь на кольце стоим. Сейчас выезжаем и все, и поехали уже по трассе. И по трассе еще нам ехать, ну, 120 километров пишет до места. Отъезжает он назад, немножко заехал. Вечереет уже, ну темнеет уже рано, тоже как и везде. По времени, по-моему, от московского времени не отличается. То есть у меня сейчас, если у меня сейчас 6 часов, то и, соответственно, у вас тоже 6 часов в России. Ну, народ вон. Полиция стоит, там что-то.
Жандармы, точнее. Разрешенная скорость 60 км в час. Ну, как видим, меня все обгоняют. Все, мы выезжаем, видите, Алания. Мы выехали и погнали. Еду я один, со мной. В данный момент никого нету. Теперь пусть говорит 70 километров здесь. Потому что туннель. Камеры тоже висят. Штрафы в Турции очень большие. Я так немножко вкратце рассказывал про вождение в Турции. Кто не смотрел, то поставлю где-нибудь ролик, где-нибудь, может, здесь или здесь. Можете посмотреть, там я немножко, без фанатизма, что-то рассказал. Видите, какой обман. Стоит машинка, как у нас, помните, из 90-х. Только здесь еще с мигалочкой она стоит. Туннель 307 метров всего лишь. Коротенький. Кстати, здесь превышать, по-моему, можно не как у нас плюс 20, а только плюс 10. То есть, если 70, можно ехать 79. А у нас можно ехать, если 70, 89. Сейчас мы, ребят, с вами в поселке Конаклы называется. Ну, мы его просто проезжаем. Соответственно, это тоже туристическое место. И народ здесь живет, отдыхает. Смотрите, какие прикольные номера. МММ. Кто-то вкладывался в МММ или нет? Ощущение такое непонятное, такого раньше не было. То есть ты едешь в чужой стране пока что. Ты едешь от своей точки назначения за 130 километров. По денежкам я, ребят, забыл вообще деньги взять. То есть у меня здесь лежит только вот эта мелочь, там лир 10. Все, больше у меня как бы заправлена машина и лир 10. Я что-то вообще расслабился. А ехать туда еще 80 километров и назад 130. А 10 лир это на наши деньги 80 рублей. Прикольно. Ладно, ребят, едем. Вот слева море. Вон там. Так, ну что, ребят, заехал я еще в какой-то небольшой городишко. Осталось мне 26 километров. Ехать 31 минуту. Не доезжая я, короче, Анталии. 15 километров. Встречное движение, ничего страшного. Ребят, очень вкусно, с орешками. Всем приятного аппетита. Я тоже немножко перекушу. Ну, а с трассы осталось мне ехать 11 километров. Здесь уже не так все весело, не так все горит огоньками, как на трасса вся освещается, по это дело. Кстати, что заметил? Если ты въехал в левый ряд, то если тебя догоняет машина, там почти никто не моргает, как у нас. То есть обычно люди сразу перестраиваются, пропускают. И опять же, и аварийкой не говорят, что спасибо, как у нас приветствуется. По дорогам, ну, дороги нет латок, чистенькая, аккуратная дорога. Ну, в принципе, вот как и здесь сейчас. Все чисто, аккуратно. До моря тут, ну, получается, ну, где-то 10 километров. И мы у цели. Это уже начинаются отели. Здесь будет вдоль линии побережья будет много отелей.
В одном из них когда-то я отдыхал. Называется отель Венеция. Там были какие-то грандиозные скидки. Я там попал, нам очень понравилось. А это рядышком. 700 метров. «300 метров». Налево, во двор. Все, ребят, вот он телефон. Парню мы перевели 1000 рублей. Нам вот такое. Красный октябрь, шоколадочки. И, соответственно, вот такое вот дело. iPhone 5. Ну, на время, пока что нам этого хватит. Кремлин. Вон написано Кремлин Палас. Все, теперь вводим кнопку «Домой». Так, нажимаю ее Алания. Маршрут построен. 123 километра. Час 53. В 10 часов я буду на месте. Все, ребят, выехал назад. Это тоже какой-то отельчик. Ну, тут вдоль моря Поверните налево. будет много отелей. Соответственно. Так, ну что, ребятушки, все. Время 10 часов. Приехал я в Махмутлар, в Аланию. Вот такой вечерний он городишко. Ресторанчики, все занято. Народ отдыхает. Порадовал меня расход топлива. Он составил по трассе 5,4 километра на 100 километров. Это довольно-таки прилично. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики и выпущу что-нибудь еще обязательно видосик. Всем пока!